Друзья, сейчас бы я вам хотел показать одну из полевых кухонь. Для них приготовили теплую кашу, горячую, обеспечиваем их чаем, горячим питьем. Всем моим подписчикам и зрителям привет, салам, меня зовут Артем, и вы находитесь на моем канале о путешествиях и не только. И прямо из солнечного Дубая я прилетел в Республику Ингушетия, и не просто так. Я очень часто говорю за гостеприимство ингушей. И в этот раз ингуши не бросили и не оставили в беде людей, которые здесь застряли и находятся в машинах своих фур, вот в этой длинной колонии нескончаемой. Говорят, здесь более 500 грузовиков, вот этих фур. Застряли они по причине того, что очень плохие погодные условия на границе с Россией и Грузией. Хотел бы вам сейчас показать, рассказать, как ингуши заботятся о этих людях. Фуры из разных абсолютно стран. Ну вот, об этом и по порядку. Если вам интересно, тогда прямо сейчас подпишитесь на мой канал, бейте в колокол, чтобы не пропускать мои следующие блоги, влоги, а также прямые эфиры. Ставьте лайк, пишите ваши комментарии. И если вы хотите поддержать мой канал, то вся информация внизу в описании под этим видео, либо нажимайте кнопку «Спонсировать». Ну а сейчас никуда не уходите, оставайтесь со мной. Поехали! Ровно неделю тому назад, там плюс-минус, я не знаю конкретную дату, вот эта вереница фур застряла здесь, на территории Республики Ингушетия, по причине того, что там, на границах с Россией и Грузией, сейчас лавина опасна, и из-за плохих вот как раз-таки погодных условий фуры не могут проехать. Вы знаете, эти фуры, они из разных абсолютно стран. Турции, насколько мне известно, еще есть из Азербайджана и, по-моему, Армении. Вот. Еще мне тут подсказывают Казахстана. Да. Вот. Вы знаете, для меня вообще удивление, как люди здесь уже неделю живут, вот в этих фурах. Я не знаю, что там в них внутри, что они везут, да, но меня настолько, как говорится, впечатлило, что ингуши вновь не бросили этих людей в беде и как бы не оставили их голодными. Об этом я сейчас вам все покажу и расскажу, какую здесь полевую кухню они развернули, вот, и какие они молодцы. Благодаря еще таким общественным деятелям, как Иса Юпович Кадзоев, который призвал как раз-таки помочь всем тем дальнобойщикам, которые застряли, как говорится, здесь и ждут уже зеленого света для того, чтобы двинуться дальше и продолжить свой путь. Вот, дай бог, конечно же, что совсем скоро они отправятся. Но очень здорово, что в очередной раз ингуши показали свое гостеприимство, свое добродушие и не остались безразличными ко всей этой истории. Вот. Здесь на самом деле мне, знаете, вопрос какой хочется задать. Понятно, вот ингуши помогли там с едой, с водой, чтобы никто не остался голодным, не дай бог там, как говорится, без воды не остались. У меня другой вопрос. Сейчас все-таки март месяц, а погода, ну где градусов 10, наверное, плюс 10 сейчас в Ингушетии. Как люди здесь моются? Вот. Для меня это вообще как бы большой секрет. Вот. Вы знаете, что самое интересное во всей этой истории? Хорошо, ингуши здесь встретили гостеприимно, всех накормили, напоили, не оставили никого голодными. Ни одна фура и люди, которые в ней находятся, не голодают. Я повторюсь, здесь развернули полевые кухни, вот, прямо около трассы, организовали все для того, чтобы люди не остались голодными и не остались в холоде. Все-таки март месяц, сейчас плюс 8 градусов. Но мне, знаете, интересен другой вопрос. Как люди здесь моются? Ладно бы лето. Здесь, кстати, недалеко речка протекает, вот буквально за этими кустами. Вот, но в ней же купаться холодно. И вот для меня непонятно все-таки, как люди моются. Многие из них мусульмане, нужно делать омовение. Но, скорее всего, с водой здесь все организовали. Может быть, там как-то так все налегке. Ну и плюс это люди-путники.
В любом случае, очень здорово, что ингушский народ не бросил в беде ребят, которые вот в этих фурах, которых также ждут дома, вот, жены, дети. И вот так вот целую неделю уже стоят, никуда не двигаются. Это, конечно, очень сложно. Ну, вот сами представьте, что вы в такой ситуации. Слава богу, что хорошая погода все равно. Это не зима, и нет холодов сейчас. И дай бог, чтобы ничего подобного не было. Вот, как-то проще все это переносить. Иначе было бы все намного сложнее. Друзья, сейчас бы я вам хотел показать одну из полевых кухонь, которая здесь находится. Таких, на самом деле, точек, где можно пообедать, поужинать, ну, конечно же, позавтракать, очень много. Они находятся здесь вот вдоль вот этой трассы. Просто покажу вам, что все не на словах, а все на деле, как ингуши все-таки очень с широкой, как говорится, душой и добротой встретили здесь путников, которые застряли на своем пути из-за плохих погодных условиях. Но на все, как говорится, воля Бога. Вот. Еще хочу заметить, здесь курсирует скорая, здесь находятся ребята из МЧС, что немаловажно. Вот. За всем наблюдают, за всем смотрят. Чтобы, если вдруг кому-то плохо станет из дальнобойщиков, им здесь также окажут первую медицинскую помощь. Вот такую здесь полевую кухню организовали. Одну из, конечно. Таких точек очень-очень много вдоль трассы. Вот я вам одну покажу. Здесь варится каша перловая, гречневая, мясо. Вот. Чай можно попить. Ну, это военная вся техника. Какая инструкция? Вот такой стол организовали. Да. Спасибо. Уже зовут на чай. Что ты говоришь? Гречка, говорю. Ну, конечно, куда нам не без ингушского флага, как говорится. Вот, здесь красуется на всем этом фоне ингушский флаг. А вы, значит, здесь следите и смотрите за порядком. Да, мы приготовили сейчас гречневую кашу с тушенкой, именно вот для дальнобойщиков, которые остались здесь, не могут проехать Грузию границу. Для них приготовили теплую кашу, горячую, обеспечиваем их чаем, горячим питьем и всем остальным хлебом. И следим за порядком. Если что, у кого-то недомогание, скорая помощь тут дежурит постоянно. Да, видел, да. А был такой случай? Было одного, по-моему, забрали в больницу с подозрением на коронавирус, но он сейчас пару дней в больнице пролежал. Ну, я видел видеоролик с больницы, что там уже его выписали, он уже нормально, здоровый, все. Вот интересно, когда это все началось? Просто я узнал об этом буквально дня 3 назад в Инстаграме, увидел. Неделю, Именно да, назад? Вот эта пробка, да, приблизительно неделю назад это все началось. Мы узнали, что дальнобойщики остановились на территории Ингушетии и сразу же взялись за меры обеспечения их питьем, едой и всем остальным. А сколько здесь фур? Фур около 340 фур. Значит, я преувеличил, я 500 сказал. 500, да? Ну, если там еще дальше говорят, сейчас прибавляется. Там, ну, да. У нас как? Вот мой гарнизон, Назрановский гарнизон, я посчитал свой гарнизон, оттуда уже Сунжицкий район идет, а там уже другая часть нашей территории, это другой гарнизон. Они уже свою территорию посчитали, они отдельно передают информацию. А именно то, что касается моего гарнизона, я посчитал и передал в Центр управления кризисных ситуаций. Ну, здорово, вы молодцы, потому что это похвально, да, что вы не бросили людей. Тут, я так понимаю, Казахстан, Турция, Казахстан, Армения, да. Азербайджан. Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, вот именно вот эти нации. Основной состав не понимает русского языка. Есть частично люди, которые разговаривают на русском и на турецком. Они помогают с переводом и сами там скачали уже программы в телефон и так общаемся с ними.
Я, да, слышал, что местные жители помогают. Местные жители помогают, органы местного самоуправления тоже помогают. Именно все люди, окружающие рядом, здесь живущие, выезжают, там, помогают едой, там, варят мясо, там, забирают людей, там, купаться помогают. И тоже недавно, вот вчера убрали, установили тут душ тоже, все искупались тут рядом. Вот, у меня был вопрос, кстати, про то, как здесь моются. Да, Вы душ мылись, установили? устанавливали, у нас есть ДДА, машина специальная именно для душа. Обеспечили их душем, искупались все были довольны. Так как сегодня уже не надо было им купаться, мы их убрали. Сейчас эту машину собираются ставить уже в Сунжинский район, там же тоже дальнобойщики стоят, там будут купаться дальнейшем. Вот такая ситуация в данное время. Вот, вспомнил вопрос, который хотел задать. Правильно я сказал в своем видео о том, что причина, потому что вот эти вот все здесь фуры стоят, из-за погодных плохих условий между Россией и Грузией, да? Там где-то на границе что-то случилось, да? Да, на границе там. Лавина? Лавина, говорят. И сегодня опять говорят, будет лавина. Там уже мне смс пришла как раз от вас, от ваших коллег, от МЧС, что там на уровне 1500 метров опасная зона, лавины могут сходить. Да, есть. Из-за этой угрозы они сейчас в данное время стоят. Позавчера, по-моему, 150 машин они пропустили. Сейчас снова там завал дороги, и вот выбирают снег, все там прочищает дороги. Ждем, пока там все закончится. Ну, дай бог, чтобы все хорошо закончилось. А вам спасибо огромное за помощь, Баркал по-ингушски. Я хоть и русский человек, да. Потому что вы не только как лицо Ингушетии, но и всей нашей страны, России, да, не бросили в беде братьев по вере здесь есть, да, и просто людей, потому что сейчас добра очень мало в жизни, и вы вот как знак этого добра, побольше таких людей, как вы, да, и спасибо вашему народу за то, что вот не оставили людей в беде. Спасибо. Вам тоже спасибо. Недалеко от этой полевой кухни ребята ингуши организовали под открытым небом еще одну кухню, где готовили плов, а также организовали пайки для всех дальнобойщиков. Туда я и отправился. На каждую фуру один такой батон хлеба, вот такой вот плов и лимонад. На каждую фуру. Вот за 3 собирают. На каждую фуру Хлеб, лимонад и Хлеб. плов. на каждого человека. Одна фура, хлеб, вода и плов. Я еще раз убедился в том, что добро победит зло, а ингуши — это очень добродушный народ, который не оставил дальнобойщиков в беде. Все, что вы видите, было организовано местным населением, а эти ребята в кадре — волонтеры. Дай бог всем здоровья, кто не оставил в беде путников, которые застряли из-за плохих погодных условий на границах России и Грузии. Вот так единство делает целую нацию сильнее. Надеюсь, что так будет всегда, даже душа радуется. Вот так вот в очередной раз ингуши показали свою душу и свое гостеприимство. И не бросили кого-то братьев по вере или просто людей на волю судьбы, как говорится, а решили им помочь хотя бы тем, чем могут. А ингуши, поверьте мне, могут это организовать. Поэтому, если кто-то что-то говорит опять за ингушей плохое, мне вас очень жаль, потому что этот народ очень чистый, очень добродушный, и я вам в очередной раз это показал не на словах, а на деле. Вот, пожалуйста. Но если вам понравилось это видео, то поставь ему лайк, подписывайтесь на мой канал, делайте репост, рекомендуйте его друзьям, близким и родным. Ну и, конечно же, не забывайте, не ищите 1000 причин не путешествовать, ищите миллион причин, чтобы поехать и полететь. Вот это все я узнал, как и о Ингушетии, да, из своих путешествий. С вами не прощаюсь, я говорю вам до встречи.